В работе 11-го съезда Российского союза ректоров приняли участие около 600 ректоров и президентов вузов Российской Федерации, а также ректоры университетов Азербайджана, Армении, Абхазии, Белоруссии, Иордании, Ирана, Южной Осетии, Японии и других стран. Обсуждались такие вопросы, как роль вузов в стратегии научно-технологического развития России, взаимодействие школ и университетов, международная деятельность российских вузов и другие. Тема съезда была такая: университеты в эпоху больших вызовов. Задача съезда – формирование современной интеллектуальной среды, устойчивой к кризисным явлениям в глобальном мире, способной сохранить и развивать отечественное образование, научные и культурные традиции. В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин. Аспирантура, государственная поддержка перспективных выпускников и молодых ученых, дополнительная программа по строительству общежитий, далеко не полный список вопросов, которые в своей речи затронул Путин. Все эти вопросы более чем актуальны и у нас в стране, отметил Олег Огварамия. Путин заострил внимание на том, что надо готовить побольше учителей для детских садов, школ, колледжей, техникумов. Я в свое время, когда кончилась война, эту задачу очень хорошо понимал, и мы никогда не сбавляли прием на эти направления. На съезде ректор МГУ Виктор Садовничий отметил положительную тенденцию в работе Абхазского госуниверситета, что, по словам Олега Огварамия, очень приятно. Он также заострил внимание на том, что нужно отходить от практики перенимания западной системы образования. Многие, в том числе и Виктор Антонович, всегда были против того, что какие-то проекты, принятые на Западе, внедрялись в России. Болонская система, переход на бакалавриат, ЕГЭ и прочее, прочее. Вот, наконец, настало время, когда все вот это подражание Западу не будет. По словам Олега Огварамия, на съезде отмечалось, что сейчас идет активная пропаганда спортсменов, деятелей культуры, но при этом необходимо также поднимать статус научных работников, учителей и преподавателей. На Алакове, Беслан Чинджоля, Абхазское телевидение.